3 сентября в нашем Акмолинском университете проводится диктант Победы. Это всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Организаторами этого диктанта является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и «Единая Россия». Свое мероприятие мы начали с минуты молчания, потому что 3 сентября – это День солидарности в борьбе с терроризмом. Ребята вспомнили жертв террористических актов, которые были в нашей стране и по всему миру. Участие в наших мероприятиях, посвященных диктанту Победы, приняли более 200 первокурсников. Работают 6 площадок, и в каждой площадке работают волонтеры, организаторы, модераторы мероприятия. Ребята выполняют тестовые задания, и далее у них будет возможность проверить свои результаты также на сайте Диктант Победы РФ. Сегодня у нас была уникальная возможность презентовать работу студенческих объединений, творческих коллективов именно в сфере гражданско-патриотического воспитания. Ребята рассказали о движении «Волонтеры Победы», о поисковом отряде «Долг», которые совсем недавно вернулись у нас из экспедиции «Заоблачный фронт», которая проходила на Эльбрусе. Затем ребят познакомили с нашим традиционным студенческим конкурсом «Уроки мужества» и также представили работу снежного десанта, которая подразумевает помощь ветеранам и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. И, конечно же, особым элементом сегодняшних мероприятий стала презентация книги памяти Акмолинского университета «Бессмертного батальона». Ребятам показали всех тех участников войны, которые когда-то пошли на фронт и защитили честь нашей Родины. Это близкие родственники педагогов, преподавателей университета, самих студентов и наших выпускников. Диктант Победы – это и всероссийская, и всемирная акция, в которой участвует более 70 государств. У всех единое время начала, и на сегодняшний момент и в нашей республике, и по всей стране пишут данный диктант. Конечно же, мы всем участникам желаем удачи, желаем, чтобы они, увидев свои результаты, были ими очень довольны, и очень надеемся, что наши студенты, и не только они, покажут себя во всей красе.